Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия вперед». С вами Надежда Саханская. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев подведет итоги работы за июнь этого года. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Здравствуйте. Жаркая погода принесла нашему региону традиционные, но от этого не менее сложные сезонные вызовы. В эти дни на большей части Якутии установился высокий класс пожарной опасности в лесах. Хватает ли сегодня сил и средств для превентивной борьбы со стихией? Вы знаете, конечно, сейчас наступает самая такая жаркая и в прямом, и в переносном смысле погода и серьезнейшее обострение ситуации по лесным пожарам. Как раз этот период сухих гроз, когда жаркая погода, облачность возникают сухие грозы. Мы видим определенный серьезный рост. Но хочу сказать, что пока ситуация у нас достаточно регулируемая, хотя количество пожаров у нас уже на этот период больше, чем в прошлом году, уже свыше 170 пожаров лесных, но площадь, пройденная огнем, порядка 19 тысяч гектаров на 1 июля. Это почти в 3 раза меньше, чем на этот же период в прошлом году. Хотя, еще раз говорю, пожаров больше. Оперативность тушения у нас как никогда высокая, в районе 98% сейчас. Никогда в истории у нас такой оперативности не было. Очень хотелось бы такую оперативность сохранить до конца сезона. В первую очередь, вот такая высокая оперативность объясняется тем, что у нас за последние 2 года, благодаря выделенным по решению президента средствам по увеличению федерального финансирования, мы создали 4 новых авиаотделения в Алекминском, в Ленском, Жиганском, Среднеколымском районах. Конечно, это позволило нам гораздо более оперативно реагировать на пожары. У нас и штатная численность выросла. Сейчас количество работающих лесопожарных формированиях чуть менее 1500 на постоянной основе. Так, конечно же, это огромный шаг вперед. И вот если посмотреть даже цифры, на этот год на борьбу с лесными пожарами, на профилактику, на тушение, на мониторинг выделено 5,5 миллиардов, из них 4 миллиарда 100 миллионов за счет федерального бюджета. Очень значительное увеличение финансирования, и по поручению президента, который как раз он дал, кстати говоря, после визита в Якутск 2 года назад, деньги нам доводятся не в самом конце года, уже когда обычно делали после окончания всех сверок под самый Новый год, а уже в начале лесопожарного сезона. Это позволяет нам, конечно, гораздо более оперативнее реагировать на те угрозы, которые сегодня есть. На 1 июля у нас действует 10 лесных пожаров. В основном это все-таки южные у нас районы. Это Нерюнгринский, Ленский, Алекминский район, Татинский район на западе, на востоке. Но вместе с тем, еще раз говорю, обстановка крайне непростая, поэтому в 14 районах у нас введен особый режим повышенной лесопожарной готовности. В 2 районах, Нерюнгринском, Ленском, у нас действует чрезвычайная ситуация, связанная с лесными пожарами. Но все-таки мы очень надеемся, что в эти дни, благодаря работе наших лесопожарных формирований, основные крупные пожары нам удастся локализовать и уже перейти к их дотушиванию. Но по поводу того, что лето – это жаркая пора, это же еще и для выпускников такое непростое время. Тем не менее, более 20 ребят получили максимальные баллы по ЕГЭ. Как вы оцениваете уровень подготовки наших школьников? С учетом того, что не только же из Якутска у нас есть 100-бальники, но и из улусов республики. Знаете, нам все-таки, несмотря на все проблемы, которые еще остаются в системе общего образования, я считаю, что мы сделали за последние 3 года очень серьезный скачок вперед в качестве образования. Есть рейтинг Рособорнадзора, который оценивает качество образования в школах. И по нему мы за эти годы вышли уже на 21 место в стране. При этом хочу отметить, что 3 года назад мы были 70-е. То есть скачок колоссальный на 49 мест, наиболее быстрый рост среди всех регионов страны. Это как раз, я считаю, благодаря системным изменениям в подходах, в вопросах именно повышения качества образования. Большая работа здесь проводится, она может быть и не столь заметна, но считаю, что все педагогическое сообщество нашей республики очень
четко работает над этой задачей, и результаты, еще раз говорю, они видны. Они видны вот именно с точки зрения качества образования. Если же говорить о непосредственно самих результатах, то у нас на самом деле в этом году 26 100-бальников. Это пока еще, потому что еще там есть сдачи и так далее, когда, в результате которых могут быть еще дополнительно 100-бальники появятся. Пока 26 100-бальников. В прошлом году, я напомню, у нас их было 17. То есть уже значительный рост. Причем, как я вот отмечаю в эти дни, и вы сейчас сказали, у нас 100-бальники есть не только в городе Якутске. Более того, в этом году у нас вот впервые, например, по количеству 100-бальников на второе место вышел Чурапчинский улус, где 3 100-бальника. Раньше все-таки у нас на втором места всегда были или Мирнинский, или Нирунгринский районы. Да? А вот сейчас уже видим, что и в Чурапчинском улусе вот работа по повышению качества образования дает очень значительные результаты. И я, выступая на днях в Амге, на 22-й педагогической ярмарке, про это именно сказал, что вопрос не в том, что где ребенок у нас должен учиться, да, в городской или школе, в столичной или в сельской, в арктической. Мы обязательно должны делать, чтобы качество образования везде было высоким. И вот пример Чурапчинского улуса показывает, что и в сельской местности можно добиваться замечательных, очень хороших результатов. Одним из важных событий июня стал и ваш отчет перед Госсобранием Илтумен по итогам 2025 года. Чего удалось достичь за пройденное время и по каким направлениям стоит усилиться? Отчет главы республики перед Государственным собранием о работе правительства республики за исполнительных органов власти за 2025 год и в том числе по вопросам, поставленным депутатами Государственного собрания, это моя обязанность согласно Конституции, конституционного закона. Я благодарен народным депутатам за то, что они едины в одном, что мы все должны сплотиться ради главной цели, которая стоит и перед нашей Якутией, и в целом перед нашей страной, ради нашей общей победы. И с этой точки зрения, конечно, в 2025 году была сделана колоссальная работа, результаты ее хорошо видны. Вот. Но вместе с тем и 26-й год, конечно, у нас проходит гораздо даже более сложных внешних обстоятельствах, нежели 25-й год, и здесь работу ослаблять никак нельзя. И по поддержке в целом специальной военной операции, по поддержке членов семей наших бойцов и непосредственно самих бойцов, тех ребят, которые с фронта сейчас вернулись уже, так, и на Совете местного самоуправления тоже глав просил, как бы до каждого нашего бойца, до члена их семей доходить, оказывать большую помощь, особенно тем, кто сегодня вернулся с серьезными ранениями с фронта и, конечно, уже нуждается и в постоянной помощи, в смене профессии. Вот здесь, конечно, никакой бюрократии, никакого замедления, никакой оказания помощи быть не должно. В отчете я также отразил и основные наши экономические показатели, они на самом деле достаточно неплохие, особенности в части физических объемов, да, в добыче полезных ископаемых, результатов, достигнутых в сельском хозяйстве, достигнутых в социальной сфере, вот новых объектов, в креативных отраслях. Очень большая работа идет, и она абсолютно тоже вот сейчас видна. Это обновление, и даже не то что обновление, а строительство новой энергетической и транспортной инфраструктуры нашей республики. Это тоже одна из главных задач, которая перед нами стоит не только на этот год, но и на последующие годы. И уверен, что здесь мы при поддержке президента страны, правительства страны, конечно, будем вот целенаправленно, планомерно идти вперед. Проблем много, и об этом тоже депутаты говорили, и мы об этом знаем, и серьезно я внимание обращаю правительству на работу такую стабильную жилищно-коммунального комплекса, хотя она с точки зрения производственных показателей за прошлый год и в этом году идет стабильно, да, но с точки зрения финансов все-таки определенная такая лихорадка есть, и здесь, конечно, надо принимать достаточно быстрые меры для того, чтобы эту проблему решить, причем решить ее не на какой-то короткий срок, так, как сейчас порой это происходит, а решить ее системно на многие годы вперед, для того, чтобы уже
один раз разобраться, выправить ситуацию и потом уже по ней спокойно идти. Хотя, конечно, вот внешние, еще раз говорю, условия, внешние угрозы, вне санкции, проблемы экономики в целом, они, конечно, достаточно серьезно оказывают свое влияние и на бюджет республики. Мы недополучаем серьезные доходы, да, и не только там от алмазной промышленности, но и по другим направлениям. Но надеюсь, что все-таки главная задача будет решена. И в целом после этого уже и по всей стране, и по республике уже, конечно, нам станет в этой части гораздо легче работать. На Конгрессе Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» вас избрали одним из 5 сопрезидентов ассоциации. Позвольте поздравить. Спасибо. Какие возможности это открывает для нашей республики и для страны в целом? Организация городов и местных властей – это самая крупная организация международная, которая объединяет муниципалитеты, региональные власти по всему миру. 250 тысяч членов этой организации. Это члены, это вот города, муниципалитеты, региональные правительства со всех континентов, 7 крупных региональных организаций по континентам, по частям света. И у нас в этом году вот состоялось в Марокко трехгодичное общее собрание, на котором избирали и президента организации, и 5 сопрезидентов, ну и у руководства региональных отделений. Для меня, конечно, огромная честь и ответственность то, что в итоге голосования, такое, знаете, оно голосование неформальное там было, там голосовали реально очень по бюллетеням, все под камерой, все фиксировалось. 250 членов, вот, которые представляют эти 250 тысяч муниципалитетов и региональных органов власти со всего мира. 250 делегатов голосовало, были конкурентные выборы, 7 кандидатов на 5 мест. Но первое место по количеству голосов занял представитель Африки, мэр Йоханнесбурга из ЮАР, известный у нас в нашем обществе представитель муниципального сообщества. У него было 152 голоса, я занял второе место, 139 голосов. Ну и остальных 3, это мэр Гааги, один из руководителей региональных властей Эквадора, и у одного из мэров канадских городов, которые от Северной Америки баллотировались, у них уже меньше 100, я честно не помню. И соответственно, президентом избран представитель Турции. Есть такой город Конья, известнейший, древнейший город, большой город, там 2 миллиона человек живет. Вот его мэр в результате тоже конкурентных выборов победил мэра Мехико. Мы его поддержали. И в итоге вот сейчас организация уже сформирована, начинается работа. Она на самом деле очень такая непростая, сложная. Пока мы не представляем наши региональные отделения, то есть например, Якутск, Якутия, другие наши районы, которые входят в эту организацию, мы все входим в организацию Евразийское отделение, которое возглавляет мэр Казани Ильсур Медшин. Но я его не представляю, я представляю сейчас уже международную организацию, но и сейчас мы делаем распределение, и коллеги просят, чтобы я больше занимался вопросами северных городов, арктических городов, северных территорий мировых и правами и представлением коренных народов мира по многим направлениям. Ко мне уже и южноафриканцы из Южной Америки, из Полинезии подходили, с Новой Зеландии. Наши коллеги просят, чтобы мы этот вопрос тоже достаточно серьезно, системно на мировом уровне поднимали. А наша организация – это главный и практически единственный партнер Организации Объединенных Наций именно вопросам местных властей и муниципалитетов. Поэтому здесь возможностей много в целом и для нашей Якутии, и для нашей страны. Недаром на эту конференцию приехала очень большая делегация с России, порядка 100 человек приехала поддержать именно мою кандидатуру. Хотя голосовало 30 человек, но остальная тоже группа поддержки была для работы по самой конференции. Там, еще раз говорю, такая очень непростая система выборов. Ну и представители Министерства иностранных дел, администрации президента,
руководитель Всероссийской ассоциации местного самоуправления. Все приехали поддержать, и я им очень благодарен. Это как раз показатель того, что в нашей стране вот вопросам развития местного самоуправления, региональных властей придается очень большое внимание. И, конечно, нам сейчас, особенно в сегодняшней ситуации, любая международная площадка, на которой Россия может напрямую разговаривать с другими странами, с другими народами, она абсолютно нам нужна. Ну и получается, что тематика года единства народов в России за пределы нашей страны уходит. А теперь по поводу поездки в Амгинский район. Там ведь открылся новый молочный цех, и это результат сельскохозяйственной реформы, которая началась в прошлом году. По истечении времени, как вы оцениваете введенные изменения в отрасли? Ну, я считаю, что они абсолютно своевременны. Они как раз были введены по моей инициативе, когда я увидел, что органы местного самоуправления уже готовы эти полномочия на себя принимать. Достаточно большое количество районов готовы уже работать в новых условиях, исходя именно из повышения, подходов повышения эффективности сельского хозяйства, улучшения его работы. И результаты говорят сами за себя. За прошлый год у нас впервые за 5 лет увеличилось рекордное количество молока сданного. У нас рекордные вообще показатели за многие десятилетия по зерновым, по растениеводству, по овощам тоже все планы были выполнены. Построено десятки объектов как раз вот малых форм, как мы называем хозяйствование. Да? Сейчас на этот год у нас планировалось порядка 109 объектов, из них 40 уже с лишним введены. Сейчас еще 60 в работе. Есть вопросы по финансированию, но уверен, что правительство все-таки до конца года найдет возможность помочь здесь нашим аграриям. Ну и, конечно, вот появление таких объектов, какой мы открыли в Абаге, цех по переработке молока, выпуску уже продукции кисломолочной и выпуску масла, очень важно, очень нужно. Потому что вот сейчас в том же цехе, например, перерабатывается каждый день по 3 тонны молочной продукции, молока. Вот. Достаточно хорошая уже сдача молока идет, выпуск продукции идет. Она очень востребована. И тем более, что сейчас уже оборудование, которое есть на этом цехе, позволяет делать молоко пастеризованное сроком хранения до 3 месяцев. То есть то, что как раз востребовано для поставок в те же школы, детские сады. Сейчас проходят как раз вот проверки все, испытания. Если все будет нормально, это молоко уже как раз для учреждений социальных Амгинского ВУЗа уже начнет поставки. Так, конечно, очень тоже важное, я считаю, правильное направление. В целом подходы у аграриев изменились. Видно, что многие уже хотят работать и не просто работать, а зарабатывать, увеличивать поголовье, достигать хороших положительных экономических эффектов. Были у них вопросы, связанные с топливом. Вот. Понятно, что сейчас в свете вот ограничений, которые по заправкам дизельным топливом, когда пошел запрет на то, что заправлять в канистры, конечно, для аграриев сразу возникли вопросы. Но я дал поручение правительству и уверен, что решения все уже приняты. Мне правительство доложилось, что решения все уже есть. И отпуск аграриям как раз в этот период сенокоса, период уборочной кампании, он будет производиться традиционно, когда уже смогут и бочки заливаться, и потом на местах работы их хранить. В общем, я считаю, что здесь мы должны нашим аграриям, несмотря на все проблемы, обязательно помочь. Тем временем в Нерюнгринском районе продолжается масштабная реконструкция центральной районной больницы. И там недавно с вашим участием прошло открытие лечебно-диагностического блока. Какие вообще ощутимые результаты дает обновление материально-технической базы? В Нерюнгре в области здравоохранения вот это обновление объектов центральной районной больницы, оно у них по всему городу, эти объекты расположены, мы планомерно их реконструируем, оно, конечно, дает просто колоссальный эффект. Я помню, как это все выглядело в 2018 году, когда я только начинал свою работу на посту главы республики, и вот сейчас какие уже абсолютно современные, красивые здания мы получили. Да. На самом же деле, если так говорить, то при этой реконструкции мы оставляем только стены,
Все остальное в этих больничных корпусах, лечебных учреждениях, все полностью меняется. Отопление, окна, все оборудование, полностью меняется и сама уже маршрутизация внутри этих корпусов больничных. И мы вот ввели сейчас как раз самый большой корпус, почти 10 тысяч квадратных метров, а всего вот этот центральный блок это почти 18 тысяч квадратных метров, да, и, ну, вот еще раз говорю, то, что было и то, что есть, это земля и небо, так. И самое главное, что это уже напрямую сказывается на качестве здравоохранения. Удовлетворенность населения выросла просто тоже колоссально. Там порядка 20% было в 2018 году. Сейчас это уже за 70% выше, чем в среднем по республике. Благодаря вот появлению новых таких уже объектов современных, да, появилась возможность району усилить работу по привлечению новых кадров. И я здесь благодарен администрации района, что были приняты меры совместно с районным советом Мирноградского района по созданию своей еще программы помощи молодым специалистам, врачам, которые переезжают к ним в район, как раз помощь в виде финансовых средств, которые выделяются на погашение, в том числе ипотечных кредитов, причем достаточно значительная сумма, там до порядка 6 миллионов рублей. И это позволило, например, только в прошлом году в систему врачебную Нерюнгельского района привлечь 66 новых людей, новых специалистов. И, конечно, мы видим, что вот тот огромный недостаток узких специалистов, который был в районе, он практически сегодня уже стремительно снижается, этот дефицит. Мы будем и дальше эту работу проводить. У нас на очереди сейчас ввод взрослой поликлиники в Нерюнгеле, которая тоже реконструируется. Очень надеюсь, что на День шахтера в этом году этот объект, очень важный тоже людям, тоже будет уже полностью реконструирован и введен. Вы отметили по вопросу тружеников сельского хозяйства, что у них не будет проблем с топливом ввиду ограничительных мер. Тем не менее, для остальных жителей республики какова реальная ситуация на сегодняшний день? Вы знаете, ситуация, связанная с нехваткой топлива на АЗС, она объективно сейчас практически по всей стране наблюдается. Кстати говоря, в центральной части это во многих регионах гораздо сильнее, гораздо сложнее ситуация, чем у нас, потому что именно в той части как раз располагались те заводы, которые попали под удар украинских вот этих беспилотных аппаратов. И в результате определенное снижение выработки нефтепродуктов у нас в стране есть. Вот. Вместе с тем мы заранее, в принципе, работу по завозу начали, у нас все контракты есть. С заводами и с крупнейшими корпорациями у нас тоже налажены хорошие отношения. С руководством «Газпромнефти» мы как раз на питерском форуме в закрытой части как раз говорили про поставки по северному завозу бесперебойно, и тогда мы получили заверение о том, что на Якутию основной объем, который идет по Саханнефтегаз и сбыту, он будет полностью обеспечен. Сейчас мы это видим. Конечно, есть проблемы у наших частных компаний, мы это тоже видим там вот у Туймада нефти, у Сибойла, Паритета. Вместе с тем, я считаю, что общими усилиями мы ситуацию будем выправлять. Те ограничения, которые есть, они вполне для людей тоже понятны. Мы ограничиваем как раз ажиотажный спрос для того, чтобы люди, так как говорится, впрок там в канистры не заливались и не ставили там у себя в гаражах. Те ограничения, которые вот введены по Саханнефтегазбыту, по другим компаниям, они вполне понятны, да, и я считаю, что это как раз позволит нам ситуацию в целом нормально пройти. Запасы топлива, которые сформированы, они постоянно мониторятся. У нас оперативный штаб работает в этой части. И Дмитрий Николаевич Лепчиков, министр как раз по обеспечению жизнедеятельности, вместе с нашими компаниями, обеспечивающими продажу нефтепродуктов, на постоянной связи, постоянно проводятся совещания. Ну и сейчас представитель правительства тоже по моему поручению работу проводит для того, чтобы вот как раз точечные вопросы, связанные, например, с сельхозниками, они быстро, без всяких проволочек решались в интересах в целом жителей нашей республики. И буквально считанные дни остаются до Исэх-Аланхо. Готова ли Кобяйская земля принять гостей, участников праздника?
В этом году Исэх Олонхо в Кабеях, он знаменательный, он открывает третье десятилетие Олонхо в нашей республике. Было много опасений, что из-за далекой расположения, из-за плохой транспортной доступности, неразвитости инфраструктуры Исэх будет проведен с большими проблемами. Но мы увидим, что желание кабейцев провести замечательный этот Исэх на самом высоком уровне, желание народа, оно сыграло свою хорошую роль. Огромное количество людей, как мне докладывают, участвует в разных мероприятиях по подготовке к Исэху, субботниках, подготовке тех или иных тюгюльгэ. И основные все комплексы, которые задействованы в Исэхе Олонхо, они все готовы. Решения, которые надо было принять на моем уровне по помощи району, по доставке людей из дальних наслегов, тоже приняты. И я хотел поблагодарить и всех тех, кто участвовал в этом решении. Это просто в первую очередь полярное авиалинии, которые с самых далеких сел людей доставили за счет авиакомпаний на вот этот праздник, так, с далеких, вот как Себен-Кёль, например, который очень далеко расположен в горах. Вот. Конечно же, уверен, что праздник, который посвящен Кабейской земле, Исэх Олонхо, земле, где у нас три наши великие реки встречаются, Лена, Велюй, Алдан, где огромное количество наших озер и великих наших озер. И этот праздник тоже им посвящен. Он пройдет на самом высоком уровне. И в очередной раз наш Исэх Олонхо покажет свою красоту, свою эпичность, свою приверженность тем традициям, которые должны быть у этого исконно народного праздника. Ну а мы будем следить за развитием событий. Айсан Сергеевич, большое спасибо, что нашли для нас время, ответили на волнующие вопросы. Приходите к нам еще. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Якутия вперед». До встречи в эфире.